Вместе с родителями учеников первой школы мы посетили новое здание. Приносим свои извинения подрядчику за незапланированный визит. Сегодня мы впервые посетили строящееся здание новой школы номер 1 по проспекту Ленина. И в целом здание снаружи очень красивое, но войдя внутрь, мы нашли очень много недочетов, которые нас не устроили. По архитектуре много замечаний и по внешней отделке фасада, и по лестничным клеткам, крыльцам, по территории в общем. И получается, что совсем здание не готово к сдаче объекта. И даже вот по отделке, внутренней отделке тоже очень много вопросов по спортзалу актовому получается. И даже по оборудованию еще много недочетов. Наибольшую настороженность вызывает то, что именно в учебных классах все инженерные коммуникации, а именно трубы горячего водоснабжения, идут по верху, по потолку, над доской, и в том числе под окнами имеются какие-то трубы, разные рычаги, которые для детей будут точно представлять опасность. Хотите же сдать, вот когда хотите? Пятницу говорят. Да. Мы пытаемся сдать с Нового года, готово. С 15 декабря пытаемся сдать. Очень много надзоров, очень много замечаний постоянно. Мы устраняем, но правильно, вот мы об этом не спорим. Если мы устраняем, мы идем, вот. Мы штрафы оплачиваем, мы содержание школы оплачиваем. Дети мечтают зайти, конечно, в современное красивое здание, которое будет соответствовать всем нормам федерального закона о образовании. Надо строить как для своих детей. Таисия Горохова, будучи педагогом с многолетним стажем и заслуженным учителем, понимает, что в текущем состоянии школу принимать нельзя. Она обратилась в Общественный народный фронт Якутии. Теперь ввод школы в эксплуатации берет под контроль Народный фронт Якутии.